Удар России по США. Вашингтон экстренно вышел на связь с Москвой. РФ атаковала Львовскую область, а казахстанца задержали за участие в войне против Украины. Мотив его решения шокировал судей. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Подрыв самолетов, либо же взрыв на территории США. Спецслужбы Америки вышли на контакт с Путиным. Что происходит? Детали послания Кремлю. Москва бьет по западу Украины. Армия РФ направила ракеты на Львовскую и Ивано-Франковскую области. Что известно о целях атаки, которую анонсировали в РФ? Войска Лукашенко начинают новые учения с Москвой, а сам Лукашенко заявляет о желании выйти на контакт с Западом. Для чего? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Путин отдал приказ бомбить запад Украины. В ночь на 15 января российская оккупационная армия совершила ракетно-дроновый удар. Всего в украинском небе зафиксировали 117 целей. Основная часть была направлена на Львовскую, Ивано-Франковскую и Харьковскую области, говорят в Генштабе ВСУ. А мониторинговые каналы Украины даже показали, как двигались российские ракеты. Под ударом оказались объекты инфраструктуры. Украинские медиа со ссылкой на народных депутатов сообщают, что РФ пыталась поразить газохранилище во Львовской области в городе Стрый. Из-за приближения ракет к границам Польши Варшава приняла решение поднять в небо свою авиацию, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки привести в состояние наивысшей боевой готовности. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины. В 6 областях введены аварийные отключения. Однако Львова в этом списке пока нет. В компании «Нафтогаз» подтвердили, что РФ решила атаковать их объекты, но несмотря на это, все предприятия компании работают в штатном режиме. Поставка газа для населения происходит бесперебойно, отключений не было. РФ запустила свои ракеты из воздушного пространства Белгородской, Тульской, Волгоградской областей, а также из акватории Черного моря. В Киеве заявили, что сбить удалось 30 ракет и 47 БПЛА. Напомню, накануне в РФ анонсировали удар по Украине, называя его ответным на действия ВСУ. Армия РФ изменила стратегию захвата украинских городов в Донецкой области и сейчас обходит стороной населенный пункт, о вероятном штурме которого говорят последние полгода. Речь о Покровске. Путинское войско приближается к Днепропетровской области с ее областным центром, который является 4-м по величине городом в Украине. Об этом пишет Financial Times. Издание со ссылкой на украинских военных уточняет, россияне собираются по сути окружить Покровск, чтобы вынудить ВСУ выйти из этого города. Под угрозой может оказаться и Павлоград. Это один из крупных городов Днепропетровской области, к которому также могут приблизиться оккупанты. Насколько быстро российские войска смогут взять под контроль трассу в направлении Днепропетровской области, зависит от степени укреплений в этом районе, а также от наличия украинской живой силы, которая становится все более ограниченной. Представители украинской разведки считают, что сейчас россияне пытаются захватить как можно больше территорий перед тем, как их силы будут исчерпаны. Кроме того, захват и наличие новых территорий, подконтрольных Кремлю, необходимы Путину для предстоящих переговоров с Зеленским. Собственно, как и Зеленскому, необходима территория РФ в Курской области. Аналитики считают, что все эти земли будут разменной монетой во время разговоров о завершении войны. Мы держим оборону, создали укрепрайоны, и это основной фактор. Нестандартные удары по противнику раз, укрепрайоны в различных секторах в окружении Покровска-2, и, конечно, это нанесение ударов по войскам и резервам, которые подходят противника 3. Это то, что приводит к большущим потерям, и, как мы неоднократно отмечали, львиная часть потерь – это на Покровском направлении. Бывает по 360-480 в день. Если мы говорим 1540 было, так это практически 40 примерно процентов в этом секторе, включая Павловское направление. И это как раз то, что сдерживает врага, и он не может эффективно продвигаться.
Российский удар по США. Спецслужбы Кремля планировали перенести войну из Украины на территорию Соединенных Штатов. Взрывы должны были прозвучать на территории Америки, либо же в небе. Москва могла подорвать как грузовые, так и пассажирские самолеты из-за своего просчета. О теневой войне между Россией и США пишет Нью-Йорк Таймс и уточняет, что американцам пришлось экстренно выйти на контакт с Путиным, чтобы предотвратить трагедию. Авторы материала со ссылкой на высокопоставленных чиновников США пишут о плане Москвы. Российские разведчики планировали с помощью устройств, которые были бы замаскированы в посылках, устроить пожары или же взрывы. Обычно посылки в США отправляют грузовыми самолетами, но иногда и пассажирскими, что привело бы к гибели большого количества людей, если бы самолет задержался и устройство сработало до того, как лайнеры приземлятся. Администрация Байдена вела тайные переговоры, чтобы выйти четко на Путина и передать ему послание, каким будет ответ, если что-то подобное произойдет. Нью-Йорк Таймс уточняет, что требование дошло до адресата, предупреждение сработало, но до сих пор не ясно, отдавал ли Путин лично приказ о проведении такой операции, либо же узнал о ней после американских предупреждений. Некоторые представители администрации предполагают, что заговор мог быть организован офицерами ГРУ, которые действовали в ответ на общие приказы усилить давление на США и их союзников по НАТО. Это соответствовало бы предыдущей тактике, позволяющей создать для Путина возможность правдоподобного отрицания своей причастности в случае провала операции. Авторы материала резюмируют этот случай. Работа американских служб по предотвращению переноса войны в США говорит о том, что Байден и Путин поддерживали косвенные каналы связи, даже несмотря на то, что после начала полномасштабного вторжения никогда не говорили напрямую. Войска Путина и Лукашенко проводят совместные военные учения в Минске. Официально заявляется, что РФ и Беларусь проработают один из вариантов применения группировки войск в ходе совместных действий. И эта тренировка, по сути, подготовка к масштабным военным учениям двух стран под названием «Запад-2025». На события в Беларуси уже отреагировала Украина. В Киеве заявили, что подобные учения – это лишь план Лукашенко по демонстрации своей обороноспособности, и режим продолжит продвигать нарратив о том, що якобы Україна являється угрозою для республіки. Бо Білорусь, окрім того, що проводить постійно на своїй території різного роду навчання, ми пам'ятаємо також і попередні роки, коли такі навчання відбувалися із підрозділами армії Росії. Додам, що на даний момент російських військ такого ударного групування і в достатній кількості на території Білорусі немає, бо країна-терористка їх поступово виводила на свою територію, в рамках ротації нових не завела. Тому зараз продовжує нагнітати ситуацію саме Білорусь, підігруючи Росії. Лукашенко собирается на честных принципах перевернуть страницу разногласий с белорусским обществом. Удерживающий 30 лет власть в стране, непризнанный президент в своей новой предвыборной кампании заговорил о сплоченности общества. После непрекращающихся репрессий в республике, где за решетку отправляют каждого инакомыслящего, Лукашенко обещает наладить контакты. Далее цитата. «С кем не получается говорить на одном языке, будем налаживать мосты к взаимопониманию». Уверяет, что в ближайшие 5 лет он создаст условия для того, чтобы раскрепостить инициативу и поможет каждому выстроить свой жизненный путь и самореализоваться. Кроме того, Лукашенко заявляет, что хочет контактов с Западом. Направим свои усилия на восстановление диалога с Западом и нормализацию отношений с соседями, прерванных не по нашей вине и не по нашей инициативе. Это сотрудничество взаимовыгодно. Напомню, в конце января Лукашенко вновь переизберет себя на президентских выборах. При этом он уверяет, что не держится за власть и никогда этого не делал. Тем не менее, глаз народа Лукашенко игнорирует. После протестов 2020 года он устроил охоту на белорусов, которые были недовольны узурпацией власти. За решеткой находится как минимум 1300 политзаключенных. Сотни тысяч граждан республики были вынуждены уехать из Беларуси. Лукашенко называет таких белорусов беглыми. В
Казахстане отправили за решетку жителя Сатпаева за участие во вторжении в Украину. Казахстанец воевал против украинцев в составе ЧВК Вагнера. Мотив его действий удивил даже судей. Мужчина заявил, что власти Украины ограничивают права русскоязычных, а так как отец подозреваемого родом из Харькова, то нужно идти и спасать жителей востока страны. Именно так и стал оккупантом, который решился убивать украинский народ. Сначала он работал на оружейном складе Вагнера, а затем был переведен в боевое подразделение. В 2023 году он вернулся на родину. Суд признал его виновным в участии в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства. Он полностью признал вину. Трамп поет и продает пудинг в преддверии инаугурации. Именно так воспринимают пакистанцы то, что видят каждый день. Граждане страны и туристы любят делать селфи с Салемом Баггой, поющим продавцом пудинга. Они считают, что этот человек выглядит точь-в-точь, как избранный президент Штатов. Багга воспользовался этим сходством и превратил его в бренд, назвав свой рисовый пудинг «Хир» «Дональд Трамп Хир». Багга надеется, что однажды Трамп посетит Пакистан и попробует его пудинг. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.